А ученые из Якутии презентовали в Москве уникальные находки ледникового периода. Эксперты говорят, что наткнулись на настоящую сенсацию, которая перевернет научный мир и даст более точные данные о том, как жили древние люди и как охотились на мамонтов. Что именно показали столичным специалистам наши ученые, узнаем из материала Максима Кардозу. Эти уникальные кадры сделаны на Новосибирских островах в Северном Ледовитом океане. Месяц назад здесь завершилась 4-я экспедиция археологов и палеонтологов. 50 ученых приехали сюда из разных городов в поисках так называемого «золотого мамонта», то есть хорошо сохранившейся туши доисторического животного. Правда, наткнулись искатели на совсем другой артефакт, который вполне может стать настоящей сенсацией в научном мире. Вот так выглядит главная находка – лопатка мамонта, который жил 20-40 тысяч лет назад. Здесь остался костяной наконечник, обломанный с двух сторон. Это доказательство охоты древнего человека. Это самый первый факт охоты на мамонта человеком, да? Были отдельные фрагменты, ну, отдельные части, там, позвонок или таз, там, а такого вот именно скелетного останка, вот, с 50% там останков не было еще. И здесь можно определить древние люди, как их разделывали, что первым делом они ели там. То, что древний человек охотился на мамонтов, было и так понятно. Но как именно он это делал, оставалось загадкой. Эта находка может заполнить недостающий пробел. Но сюрпризы, которые подготовили для ученых Новосибирские острова, на этом не закончились. Здесь удалось найти останки уникальных карликовых мамонтов, рост которых достигал чуть больше 2 метров. Таких не находили они. Вот, ну, там вот находили в основном вот бивни, зубы, ну, такие вот отдельные. А тут целые скелеты. И еще вот найдена туша. И тоже именно карликовой формы. На днях эти находки из Якутии будут представлены научному миру России. Дальше планируется большая работа по изучению артефактов. И вполне возможно, что мир ждут новые открытия из эпохи ледникового периода. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва.